Наконец-то положил полотенце. Блин, все без него. Надо руки вытирать. Так, друзья, в общем, закидушечки у меня вот такие. Я в прошлом сезоне брал вот эти палочки Наутилус. Я вообще от Наутилуса много чего прибарахлился. Даже вот очки, ребята, этот подарок положили, очень приятно. Вот такие палочки, 1,80 м. Батлер FD, марочка называется. 1,80 м, друзья, 150 тест, 150 грамм. Вот у меня стоит соточки. Шикарная удилка, ребята. Вот по сравнению с крокодилом, да, вот. Да, тоже палка, но палка очень слишком деревянная. 250 там тест, и кончик прям очень жесткий. А здесь такую палку можно использовать даже под фидер. А в плане закидушек карась, сазан, карп, ребят, я считаю, что это просто великолепные палки. В любом размере можно и 2,10, 2,40, 2,70. А у ребят с компании есть любая длина. Вот эти у меня 1,80 м. Вот. Скоро экспедиция. И там будут такие же палочки, ребят, только 2,40. А в чем преимущество, ребят? Очень звонкий кончик, прям звонкий. И очень хорошо бросают. Вот эта палка очень хорошо бросает. Вот взять крокодил, сотку грузила, и взять вот этот Наутилус. Ну, ребят, можно бросить очень хорошо. Прям очень хорошо. Вот такие дела, ребят. Рекомендую палочки. Прям красота вообще. Кто в плане каких-то донок планирует, закидушек. Вот эта палка, в принципе, достойна в плане вот этого. Очень мне нравится. Звонкий кончик и тест хороший, 150 грамм, то бишь, ну, сотку бросать можно, ну, как хочешь, не боясь, что ты где-то там надломишь и так далее. Отлично.
Ну что, поставил. Ну, скажу, тяга такая, нехилая. Сотку тащит. Сотку прям тащит. Ну ничего страшного. Как бы плюс-минус. Мне как бы и не надо тут прям, чтоб где-то в русле стояла. Тут такая, как типа, как бровочка идет. И вот, если даже вот там у меня червячок будет стоять, то нормально. Я думаю, язык должен здесь гулять. Так, перевяжу я поводочки. Поменьше поставлю крючки. Вот бухта леска со мной. 35-я. И что-нибудь сейчас поменьше поставлю. Вот такого плана. Я думаю, нормал будет. Что-то какая-то заусеница. Нафиг она не нужна. Не знаю, вяжу, ребят, крючки. Вот как мне батя показал в детстве. Продеваю, в общем, с этой стороны. Делаю петельку на цевье. И вокруг петельки делаю 6-7 оборотов. 2, 3, 4, 5, 6. Этим пальцем зажимаю. Вот эта петелька остается. И в нее, ребят, продеваю вот этот кончик. Раз. И затягиваю. Подтягиваем. Лишнее обрезаем. Вот канцелярский нож у меня. Чтобы как бы не заморачиваться. Катается. Все. Вот такой узел, ребят, получается. Я так мормышки вяжу. Все вяжу. Вот, ну, сантиметров 40 поводочек. И тут тоже петельку делаю. То бишь петля в петлю все работаю. Раз. Можно смочить. Вот поводок готов. Лишнее обрезаем. Все, ребят, поводочек у нас готов. В чем смысл именно запускать леску, ребята, вот здесь, чтобы у нас крючок висел вот так, видите? Если мы пропустим здесь, у нас крючок висит в другую сторону. И это неправильно, я считаю. Так же, как и мормышка. Вот, она должна вот быть так. Такие дела.
Хороший нарост, ребята. Называется капа. Кап березовый. Вот из вот этого нароста делают рукоятки ножей. В общем, тарелку можно из нее сделать. Очень крепкая тема. А вот этот мох, видите, ребят, вот до сюда уровень воды доходит. Поскольку вот по мху можно определить, вот тут он везде. Ну, опять же, многие путают вот чагу с другими наростами. Вот это капа, ребят. Блин, чаги тут нету. Но еще на березах есть трутовики. Это такие грибы больные. Когда береза уже начинает гнить, заразная, на ней выходит трутовик. И многие путают именно с чагой. А вот это, ребят, когда-то снимали кору с дерева, с березы. Заготавливаю, так скажем. Здесь вот много их таких. Вот, видите, все это снято черное. Ничего, береза растет. Просто вот она такая уродливая становится. И на этом месте уже ничего вот такой коры не растет, так скажем. Вот. Такие дела. Свежий патрон, 12 калибр гильза. Видать, водой принесло, что ли. Еще не заржавел. Сожгем. Не понял. Ёрш, ребята, забагрился, блин. Охренеть. Забагрился ёрш, да какой здоровый. Первая рыба. Бедолаге досталась, блин. По жабрам. Получил. Наверное, не жилец. А я думал, уже что-то такое сидит, сопротивляется. Ёрш. Налимом пойдешь, походу. Если не отклемается. Да. Походу не отклемается. Хотя, может, и отклемается.
Ерши, ребята. Вот кто клюет. Я-то думаю, блин. Тырк-тырк-тырк-тырк. Странно. Обычно в яме они там где-то. Да, другое дело. А тут, блин, на течении. Ерши. Плохой знак, по идее. Ладно, что уж поделать. Ёршики. Вот что значит выходные. Движуха прет. Рыбачки зашевелились. А мы ждем Изя. А Изя-то нифига. Ерши. Трындын, трындын. Погнали наших городских
Поближе к деревушке. Ладно, сейчас такую шурпу сделаем, ребят. Крупно так порежем. Зажаривать ничего не буду, отварю конкретно. Горяченького будет, я думаю, самое то. Красота, ребят, на природе-то. Все равно кайфово. Кто бы что ни говорил, блин. Морква. Кто там клюет? Изя нам надо. Морква, морква. Морква. В средней полосе люди уже картошку посадили. А вот у нас дальше на севере, ребята, еще снег. Вот так вот. Так что здесь, блин, дело такое. Климат, конечно, суровый. В плане вот этого. Вот почему в свое время, как бы, на северах вот разрешили местным там на сети ловить, там вот что-то такое. Потому что, ребят, ну вот что, овощей нету, фруктов нету. А если привезти его дальше на север, они там стоят таких денег. И вот, как бы разрешают ловить. Потому что, ну, человеку как-то надо существовать. Такие дела. А так, да, картоха, ребят, блин, спасла в свое время не 1000 людей. Второй хлеб. Мы еще тоже, ну, как бы у нас подготовка только, так скажем. Ну, земля еще сырая, ребят. Сажать, не знаю, будем, наверное, в июне, скорее всего. Не раньше. Потому что там дожди. Дожди. Да и непонятно, какое лето будет. Зима теплая была. Так правило, что если зима у нас теплая, то лето будет холодное. Бывали года, ребят, что толком-то и не купались. Как-то так. Сейчас в последнее время, да, конечно, лето там более-менее. Детки хоть нет-нет, хоть купаются.
Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаешь, у меня их очень много. Ну, пускай овощи варятся, пока водичка подходит. Нормально будет сыпеться. Значит, так затушим, прям чтобы все разваливалось. Шнупа, ребята, тянут. Поляна, блин. Поляна все круче и круче. Вот эту бы ветку надо было бы, конечно, срезать. Ладно, не будем уже. Пока тут занимался, тут звенел тут. Рыба ёрш. Ерши, блин. Ерши-то такие здоровые. Ну все, ребят, вечерка отъезжает. Штук 5 ершей, наверное. Все, блин, белой рыбы никак. Странно, блин. 21:20. Ну, сейчас немножко потемнеет. Там в час уже начнет так более-менее расцветать. И вот там с часу, ну, с 1:30 до 4, до 5 попробуем порыбачить. Ночью, ну, здесь налима, скорее всего, не будет, ребят. Тут тяга. Хотя может и здесь тоже ударить. Но планово, ребят, за налимом я бы встал, конечно, в другом месте, если бы хотел. Не знаю, может как-то точкой. Не сейчас, не под эту воду. Может быть, просто что-то как-то не клюет. Так что вот. Поглядим, что. Тут такое дело, ребят, не проверишь, не узнаешь. По-другому никак. Зато картоха будет, о, братва, будем хавать. Кукуха. Я не буду спрашивать. В прошлый раз спрашивал за налимов, обманула. Так что как-то так. Смотрите, ребят, сколько вожу всяких ништяков. Приправы, чай, мука, блин, крупные приправы, блин. Да. Тут солишка, да, у нас? Приправку какую-нибудь бомбанем. А вы говорите, заморачиваться с едой не люблю. Да как не люблю, ребята, есть все для этого. Так, лаврушки, солюшки и немножко такой рассыпухи.
Здрасте, приехали, бля. Да, ребят. Сопляки. Такой мелкий, блин. Ну, вроде повезло засранцу. Опа. Давай домой. Налимчик мелкий. Ну, понятно, что. Они, говорю, сейчас такие налимчики до июня месяца будут сопровождать, ребята. Да. Все, ребят. Перезарядил донки. Ждем Патрянку. Только она поездить даст. Покажет, да или нет. Такие дела. Ну, друзья, наверное, только на рыбалке или на охоте сопутствует удача вот это. Сегодня я как раз хотел именно насладиться рыбалкой, не отвлекаясь на палатки, печки, там, раскладушки, какого-то сна, а именно хотелось провести время на берегу, у закидушек, попробовать порыбачить, но, к сожалению, никак. С утра рыбалки не получилось. Немного белой рыбы, пару ельцов, пару подлещиков, небольшой налимчик. Но в целом, ребят, езя так мы не увидели. Я специально приехал попробовать именно половить его, так как в деревне пошел слух, что на удочке возле деревни, там на доночке ясь начал попадаться. Ну и
отойти от налима, отдохнуть немножко. Именно встал на мелководье, глубина на точке всего лишь 2 метра, большая тяга. Обычно ясь такое место любит, но, к сожалению, не получилось. Езя мы не увидели, но это рыбалка, ребята. Это нормально, это не магазин, и как бы ни было, рыба не может клювать каждый день. Возможно, не попал, возможно, что-то еще и так далее. Ну, в целом, ребят, культурно провел время, очень мне понравилось. Пение птиц, костер, ребята, и шикарная тушеная картошка сделала свои вещи. Ну, в общем, ребят, расстраиваться не стоит. Я к этому отношусь очень спокойно. И всегда, когда езжу на рыбалку, я не рассчитываю набить кучу рыбы. А как есть, так оно есть. Впереди, ребят, большое путешествие. Пока все козыря раскрывать не буду. Но такую рыбу я еще не ловил. Это будет первый опыт. Тем более едем мы всей семьей. Девчонки у меня тоже будут гулять. Дочка закончила школу, каникулы. Берем выходные и рвем когти, ребята. Так что не теряйте. Надолго не прощаюсь. В общем, увидимся через недельки-полторы. Я думаю, с качественным контентом, ребят. Всем желаю добра, мира, здоровья, выезжайте на рыбалку. Ну и не забывайте, ребят, поставить лайк, подписаться на канал. Для меня это очень важно. Ну и не забывайте за другие соцсети. Все ссылочки в описании. В телеграм-канале, ребят, на ближнюю руку. Сегодня, ребят, не клювало. Так бывает. Ладно. Поймаем завтра, значит.